خفافيش الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Как птицы возвращаются в родные края после зимних скитаний в чужих странах, точно так же и верующий человек, мусульманин, когда наступает месяц Рамадан, возвращается из скитаний по долинам беспечности, по долинам поглощенности мирскими заботами и греховности, долинам, которые являются для него чужбиной, возвращается к Аллаху, к покаянию, к особому состоянию своего сердца, состоянию особой покорности Всевышнему, особенного внутреннего умиротворения и покоя, особенного счастья и наслаждения от того, что возрождается его вера, его любовь к Аллаху, оживает стремление угодить Создателю и заслужить Его любовь, Его благосклонность и Его рай. С приходом Рамадана в человеке пробуждается с новыми силами осознание того, для чего он сотворен и для чего он пришел в этот мир. Ведь, конечно же, он так удивительно, прекрасно и совершенно сотворенный и устроенный, так сложно и гармонично устроенный, наделенный такими поразительными способностями и таким высоким разумом, он не пришел в этот мир только для того, чтобы, подобно животным, есть, спать, развлекаться и размножаться. О нет! Он пришел для высокой цели – служения своему высочайшему и великому Творцу, поклонению Ему, запасанию добрых поступков. Он пришел для поклонения своему Создателю, для богоугодных деяний, чтобы вместе с ними вернуться к Аллаху. Всевышний сказал: «Вама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Я создал духов и людей, духов, то есть джиннов, и людей, только для того, чтобы они поклонялись мне. Дорогие телезрители, я хочу поздравить вас. Поздравить вас с тем, что вы стали обладателями великого и неоценимого шанса. Великий Аллах, который безраздельно и целиком распоряжается нашими жизнями, предоставил вам возможность дожить до очередного месяца Рамадан и использовать его для совершения тех дел, которые приводят человека к счастью в этой жизни и счастью в вечной жизни. Не упустите эту замечательную возможность избавиться от горя и злосчастья и достичь благосклонности Аллаха и благополучия. Аль-Му'ля ибн Аль-Фадл, один из замечательных праведников, он сообщает: наши предшественники, то есть праведные люди из числа первых и наилучших поколений мусульман, они за 6 месяцев до Рамадана начинали просить Аллаха позволить им дожить до этого месяца. А потом после Рамадана еще на протяжении 6 месяцев просили Аллаха принять от них те богоугодные деяния, которые они совершили во время него. Яхья ибн Абу Касир сообщает, что предшественники обращались к Аллаху с такой мольбой: «О Аллах, сохрани меня живым и здоровым до Рамадана. Защити от недостатков и спаси от гибели мой Рамадан и прими его от меня». Дожить до Рамадана и до его поста, о разы, это великая милость от Всевышнего Создателя. Я хочу напомнить об этом именно сейчас.
сейчас, когда прошло больше половины этого месяца, для того, чтобы, наконец, спохватились те, кто несерьезно отнесся к дарованному ему шансу, чтобы они поспешили догнать караван молящихся, постящихся и счастливых. Я напоминаю об этом именно сейчас, еще и потому, что к концу Рамадана некоторые люди теряют тот благословенный заряд, стремление к усердным молитвам, поминанию Аллаха и чтению Корана, которое у них было в начале месяца. Может быть, мои слова помогут им сохранить и поддержать этот живой дух поклонения. Как-то раз к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в город Медину прибыли 2 человека. Эти двое приняли ислам одновременно, но один из них был более усердным в поклонении Аллаху, чем другой. Вот в один из дней тот, что был более усердным, отправился в составе войска в поход и погиб на пути Всевышнего. Он пал мучеником за веру. После его смерти его товарищ прожил 1 год, а затем он также оставил этот мир. И вот один из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по имени Тальха, после смерти второго из 2 товарищей увидел сон. Что же он увидел во сне? Послушаем рассказ самого Тальхи. «Я увидел во сне, — сказал Тальха, — что я вместе с этими 2 мужчинами стою у ворот рая. И вот из рая вышел некто и завел в рай того из 2 товарищей, который умер позже. Затем этот кто-то вновь вышел и позволил войти в рай тому человеку, который пал мучеником на пути Аллаха, то есть тому из 2 товарищей, кто умер раньше. Затем он снова вышел из рая и обратился ко мне со словами: «А ты возвращайся назад, ибо твое время еще не наступило». Когда Тальха проснулся, он рассказал о том, что увидел во сне людям. И люди были очень удивлены услышанным. Когда же обо всем рассказали пророку, да благословит его Аллах и приветствует, то он спросил людей: «Что вас удивило в этом сновидении?» Люди ответили: «О посланник Аллаха, как же это получается? Тот из 2 мужчин, который был более усердным в богоугодных деяниях и затем погиб на пути Аллаха, он вошел в рай позже, чем второй». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «А разве он не прожил после него еще 1 год, не дожил до Рамадана и не провел его в посте, в уразе?» «Да, именно так и было, — сказали люди. А разве он за этот год не совершил столько-то земных поклонов во время намазов?» Продолжил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. «Да, совершил, — ответили люди». Тогда посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лама бейнахума абраду мимма бейна ас-самаи валь-ард». Между ними расстояние больше, чем расстояние между небом и землей. Дорогие зрители, кто получит от Аллаха помилование в этот месяц, тот помилован. А кто лишится блага этого месяца, тот лишенный. О, сколько людей надеялись провести этот месяц в посте и молитве, но еще до его наступления сошли в могилу. Сколько тех, кто начал день, но умер, не закончив его. Аллах даровал нам этот великий шанс, так давайте же не упустим его. Многие из вас знают человека по имени Умар ибн Абдул-Азиз. Это великий праведник, богобоязненный человек, внук сподвижника пророка Умара ибн аль-Хаттаба, ставший в конце своей жизни правителем и халифом мусульман. И вот он поднялся на минбар и обратился к людям со словами: «Воистину вы не созданы бесцельно,
и Аллах не оставил вас без присмотра. Поистине вас ждет судный день, когда Аллах снизойдет для того, чтобы решить участь своих рабов. И горе тому, кто окажется за пределами милости Аллаха, который объемлет все сущее. Горе тому, кто лишится рая, ширина которого равна ширине небес и земли. Разве вы не видите, что живете, пользуясь благами тех, кто уже умер, и вы сами оставите все то, что имеете, в наследство другим? И так будет продолжаться, пока все это не возвратится к тому, кто является лучшим из всех наследников, Всевышнему Аллаху. Каждый день вы провожаете тех, кто уходит к Аллаху, закончив свою жизнь. Вы прощаетесь с ними и укладываете их в ямы без подушки и без постели. Они потеряли все имевшиеся у них средства и возможности. Они расстались со своими любимыми людьми и переселились в земной прах. Они встретили расчет за то, что творили в этом мире. Им уже не нужно то, что они оставили позади себя в земной жизни, но они крайне нуждаются в тех хороших, угодных Аллаху делах, которые они уготовили для себя наперед. Так бойтесь же Аллаха, о рабы Аллаха, до того, как нагрянет к вам смерть. Я говорю вам эти слова и при этом не знаю, есть ли у кого столько же грехов, сколько я знаю за собой. Но я прошу прощения у Аллаха и каюсь перед Ним. Произнеся эти слова, Умар приподнял край своей накидки и горько зарыдал. Затем он спустился с минбара, и это была его последняя проповедь. Дорогие телезрители, Всевышний почтил и выделил этот месяц среди других месяцев и установил в нем пост Оразу, который является одним из 5 столпов ислама. Рамадан – это месяц, когда Аллах особо отвечает на мольбы. Когда за благие и богоугодные деяния человек получает во много раз большую награду. Это месяц освобождения от адского огня, месяц добра и благословения. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда наступал месяц Рамадан, говорил: «Атакум Рамадан шахрун мубарак, фарадаллаху азза ва джалля алейкум сияма, туфтаху фихи абуабу сама, ва туглаку фихи абуабу джахим». Пришел к вам благословенный месяц Рамадан. Аллах предписал вам провести его в посте. В этот месяц открываются врата небес и закрываются ворота ада. В этот месяц заковываются непокорные дьяволы. У Аллаха есть в этом месяце такая ночь, которая лучше, чем 1000 месяцев. Кто лишится блага этой ночи, тот лишенный. Чтобы понять достоинство Рамадана, достаточно узнать, что в этот благородный месяц открываются ворота рая и закрываются ворота ада. Потому что в этот месяц много добра, потому что много причин получить прощение и довольство Аллаха. В этот месяц на земле становится меньше зла, потому что дьяволы заковываются в цепи и кандалы, и мусульмане получают возможность спокойно посвящать свое время посту, чтению Корана, поминанию Всевышнего. В этот месяц грехи прощаются особо для тех, кто пользуется возможностью и кается перед Аллахом, кто постится и совершает дополнительные ночные намазы. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, как-то рассказал: «Рагима анфу раджулин дахаля алейхи Рамадан сумман салаха кабля ан югфара лах». Да будет унижен человек, который застал Рамадан, но не получил прощения своим грехам до его истечения. И сказал: «Ман сама Рамадана иманан ва ихтисаба, гуфира лаху ма тақаддама мин замбих». Кто постился в месяц Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, тому простятся его предшествующие грехи. Аллах обещал и гарантировал даровать постящимся особую награду, потому что пост – это такое поклонение, которое совершается скрытно, между человеком и его Господом.
И о том, постится ли человек или нет, знает только Аллах. Это поклонение содержит в себе столько искренности, готовности выполнять волю Аллаха, усилия и труда, что Аллах дает за него особую, неисчислимую награду. Если за все другие деяния есть определенная, назначенная награда, которая увеличивается в 10 или больше количества раз, вплоть до 700, то за пост награда неисчислимая. Пророк, да благословит его Аллах и приветствую, сказал: «Куллю амали ибни Адам юдааф. Аль-хасанату ашрату амсалиха иля саб'имияти диф». Каждое богоугодное деяние, которое совершает человек, умножается в 10 раз и до 700 раз. Каля Аллаху азза ва джалля: «Илля ссаум, фа иннаху ли, ва ана аджзи бихи». Великий всемогущий Аллах говорит: кроме поста, это деяние совершается между мной и рабом. И я награждаю за него особо, ведь человек оставляет ради меня удовлетворение своих желаний и оставляет еду. Для постящегося есть две радости. Радость во время разговения, ифтара, и радость при встрече со своим Господом. То есть радость от той награды, которую он получит при встрече с Аллахом. И поистине неприятный запах изо рта постящегося лучше для Аллаха, чем запах мускуса. То есть, когда человек голоден, из его пустого желудка может исходить не совсем приятный запах, но этот запах есть следствие покорности Аллаху, и поэтому лучше для Аллаха, чем самые ароматные благовония. Соблюдение поста в месяц Рамадан – это строго установленная обязанность. Обязанность каждого верующего, каждого мусульманина, кроме тех людей, кто самим Всевышним Аллахом освобожден от поста. Либо временно, либо навсегда. А это больной человек, болезнь которого усугубляется вследствие отказа от приема пищи или воды. Это путник, это старый человек, для которого пост весьма затруднителен. Это беременная и кормящая женщина. Всевышний сказал в Коране: «Я айюаллазина аману, кутиба алейкум ас-сиям, кама кутиба аляллазина мин кабликум лааллакум таттакун». О вы, которые веруют, предписан для вас пост, так же, как он был предписан тем, кто жил до вас. Может быть, вы станете богобоязненными. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ислам построен на 5 столпах. Свидетельствование человеком, свидетельствование сердцем и языком, свидетельствование, что нет истинного Бога, заслуживающего поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, на совершении намаза, выплате заката, паломничестве к Каабе и посте в месяц Рамадан». Умышленно оставить пост в месяц Рамадан без уважительной причины – это страшный грех. Пророк, да благословит Аллах и приветствую, сказал: «Однажды во сне ко мне явились двое, а сны пророков – это истина. Итак, во сне ко мне явились двое, взяли меня за руки, принесли меня к крутой горе и сказали: поднимайся». Я сказал им: я не смогу этого сделать. Они же сказали: мы облегчим тебе подъем. Тогда я поднялся на гору, и когда оказался на ее вершине, то услышал страшные крики. Я спросил своих спутников, а это были ангелы, я спросил, что это за голоса. Мне ответили: это вопли и завывания обитателей ада. Затем меня повели дальше, и я увидел людей, подвешенных за коленные сухожилия, с разорванными ртами, из углов которых текла кровь. Я спросил, кто эти люди. Мне ответили: это те, которые нарушают свой пост, о разу, раньше времени, до того, как это становится дозволенным. Да упасет всех нас Всевышний Аллах от своего гнева. О мусульмане, не пренебрегайте этим великим служением. Если вы попробуете вкус настоящего поста, поста искреннего, сопровождаемого покаянием, чтением Корана, намазом и другими видами поклонения, то вы почувствуете в сердце невыразимую сладость и упоение, которое заставит вас забыть о трудностях
и тяготах поста. И да хранит и наставляет вас Всевышний Аллах. Ассаляму алейкум. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون